Агрессивное или хамское вождение лихачей на дороге нередко становится причиной ДТП. Более того, такое опасное поведение за рулем, к сожалению, для многих водителей уже превратилось в привычный стиль вождения. Нарушения все те же, по статистике чаще всего аварии происходят из-за превышения скоростного режима. К трагическим последствиям приводит и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Прецеденты уже есть. О ситуации на дорогах региона расскажет Мадина Пугоева. Искореженные автомобили, битое стекло и искалеченные человеческие жизни. Таков итог халатности водителей и пешеходов. Лихач пытается проскочить на красный свет, другой нарушитель выезжает на встречную полосу, а кто-то и вовсе появляется буквально из ниоткуда. Игнорируя правила дорожного движения, виновники ДТП рискуют как своими, так и чужими жизнями. В середине августа от полученных травм в результате аварии погибла 32-летняя Раиса Гандалуева. Лихач в состоянии алкогольного опьянения сбил стоявшую у обочины женщину. Так, а где мы где-то? Команда нашла, так говорит, нет, а теперь, о, а что это боксы, ну, а мы же там, мы не отбытишь, о, а там, дорогой сахам, дорогой, мы не отбылись, ехали, дорогой не андрес, а мы же там, не знаю, суат, 대고 해고서 뭐야? Я сходил, сел, ханели делали, берег бусна, чпоездил, что они сел, сходили, что чужие, бегут в пятош. Невнятная речь, провалы в памяти и запах алкоголя. Восстановить полную картину произошедшего инспекторам с учетом состояния нарушителя удалось не сразу. На вопросы стражи закона виновник ДТП отвечал неохотно. Наказание пришлось понести его товарищу, с которым накануне Аслан Тачиев выпивал до самого утра. Собутыльник на какое-то время потерял сознание. Как именно его машина оказалась у виновника ДТП, он даже не помнит. Я не помню. Жертвой наезда несколько недель назад стал и несовершеннолетний. В Карбулаке пьяный водитель на полном ходу сбил велосипедиста. Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения. В случившемся оказались виноваты оба участника дорожного движения. Со стороны ребенка также было нарушение. Ребенок приезжал в перекресток на велосипеде, на красный сигнал светофора для себя, и его сбила машина. Машина ехала на свой зеленый свет. Но, к сожалению, у водителя данного транспортного средства были сопутствующие нарушения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления, у него не было вообще водительских прав. И также он скрылся с места ДТП. Кто бы ни был виноват и каким бы ни оказался результат аварии, страдают в первую очередь несовершеннолетние. 7 детей остались без матери в результате ДТП, произошедшего в районе аэропорта Магаз. Водитель Hyundai Solaris выехал с второстепенной дороги, не пропустив автомобиль Лада Приора, что и повлекло чудовищное столкновение. Жертвами стали сразу несколько человек. 6 погибли, 3 попали в больницу. Водитель автомашины Hyundai и пассажиры, 2 пассажиров скончались, и водитель автомашины Приора и пассажиры, водитель автомашины Приора тоже скончался, пассажирка автомашины Зортова скончалась, и несовершеннолетний ребенок 2018 года скончался. Отец и 3 его детей также получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей вечером 3 октября. Двигаясь по федеральной трассе Кавказ, машина 21112 столкнулась с автомобилем ЗИЛ-131. Главная причина – несоблюдение дистанции. Проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза и судмедэкспертиза. Автотехническая экспертиза назначается для того, чтобы узнать, с какой скоростью двигался водитель автомобиля ВАЗ-2112, мог ли он предотвратить дорожно-транспортное происшествие. А судмедэкспертиза назначается для того, чтобы узнать, какие последствия были при дорожно-транспортном происшествии, тяжесть последствий пострадавших, какие были причинены телесные повреждения. За день до этого в Жауравском районе Ингушетии автомобиль Нива сошел с дороги и упал в обрыв. Водитель с многочисленными травмами был госпитализирован. На фоне таких случаев и многочисленных нарушений едва ли заметишь примерных водителей, которые даже не нарушая могут оказаться участниками ДТП. В ГИБДД приводят статистику дорожно-транспортных происшествий за последние 3 месяца. Цифры могли быть куда меньше, отмечают инспекторы, если бы водители не забывали о ремне безопасности. До начала года в Республике Ингушетия зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий.
ДТП, в которых 44 человека погибло и 270 человек получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами аварии по-прежнему остаются превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Мадина Пугоева, Индира Манкиева, Микаил Тангиев. Новости 24.